Специальный седуслар. Всем здравствуйте! Это канал Татарский вперед. Меня зовут Алсу, и здесь мы изучаем татарский язык. В сегодняшнем нашем видеоролике разберемся, почему татары являются родственниками чувашей. Посмотрим на этот момент с точки зрения исторических пересечений, схожести культур и, конечно же, языка. Итак, говоря о чувашах, стоит знать, что это народность с очень интересным этногенезом. С одной стороны, они тюрки, а с другой стороны, их корни уходят вглубь тысячелетий. В их жилах также течет кровь финно-угоров, северокавказских племен, славян и даже индоиранских народностей. Что же касается исторического пути, татары и чуваши всегда шли плечом друг к другу. Их общая история берет начало на территории еще Хазарского каганата, где было племя суваров. После этого на территории Волжской Булгарии, где у них была общая столица и город Сувар. Во время монгольского нашествия татары, чуваши и другие народности, конечно, отстаивали свою территорию, но все-таки Булгар пал. Но даже после этого чуваши и татары продолжили совместное проживание на территории Казанского ханства и Казанской губернии. Интересно также было бы отметить, что мишарские татары, которые ранее именовались мещерскими татарами, всегда жили в тесном контакте с чувашами. Они обменивались культурой и традициями, и сейчас мы не просто соседи, а самые настоящие родственники. Давайте поговорим теперь о языках. Наверное, использование и сохранение чувашского языка – это то, что помогло чувашам не раствориться в других народностях и сохранить свою идентичность. В чувашском языке используется большое количество тюркизмов, но есть и свои особенности. Например, одно из них заключается в произношении. Давайте на примере некоторых слов посмотрим на эти интересные моменты. По-татарски 100 – это «юз», на чувашском языке звучит как «сыр». По-татарски «зима» – это «кыш», а вот очень похожее слово «кыр» означает «осень» или «холод». На татарском языке 9 – это «тугыс», на чувашском языке «тахар». Общая созвучность, конечно, присутствует. Но, как я еще раз и отмечала, так как этногенез чувашского народа включил в себя самые-самые различные народности, могут присутствовать интересные элементы из самых разных уголков мира. Если же говорить о генетике, ученые утверждают, что чуваши – это потомки гуннов. Но также интереснейшим образом чувашский народ побрал в себя более 20% североазиатского компонента, тунгусы и эвенки, славянскую и мордовскую кровь и даже индоиранские пересечения. Поэтому, конечно, мы не просто соседи, а самые настоящие родственники и результат многолетнего проживания на одной территории. Говоря же о культуре, здесь мы видим тоже огромное количество самых-самых необычных моментов. Даже взять, например, кухню. Что у татар, что у чувашей присутствует шурпа, тот самый наваристый суп из мяса. А тутырма, колбаса с крупой, это любимое блюдо обоих народностей. Катык, который мы пьем, это общая кисломолочная основа. Присутствует что у чувашей, что у татар. Большое количество пересечений в танцах, потому что у татар и у чувашей любые танцевальные движения основываются на быстром движении ног. А хороводы так отсылают нас к тому, как жили наши предки-кочевники. Когда мы смотрим друг на друга, мы видим не просто разных людей, а зеркальное отражение общей совместной истории. Татары и чуваши – это две ветви могучего древа Поволжья. Что думаете вы? Напишите ваше мнение о данной теме в комментариях.
Ну а мы продолжаем осваивать прекрасный татарский язык. И я хочу напомнить, что для всех начинающих приобретению доступен мой видеокурс «Татарский язык с нуля». Занимаясь по нему дома самостоятельно всего 5 минут, вы поставите базу татарского языка и будете готовы к свободному общению и пониманию, а также запись на индивидуальные и групповые занятия. Не забывайте о том, что каждое воскресенье в 10:00 по московскому времени у нас проходит языковой клуб, где мы говорим на татарском языке на самые разные темы. Барызда уңышлар, друзья! Всем удачи! Сау болыңыз!